Следственный комитет возбудил уголовное дело о преступлении террористической направленности в отношении 6 местных жителей. В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что фигуранты – граждане России, приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации. Они вынашивали намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории региона. В частности, ими готовилось нападение на православный храм в Сунже. Предотвращение теракта прокомментировал глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Цитата. «Не имея необходимых религиозных знаний, молодые люди легко попадают в сети идеологов радикального ислама. Их фактически зомбируют, и они готовы идти против родителей, семьи, закона и убивать мирных жителей. Наши религиозные деятели всегда призывают нас к добру и к миру. Молодежь должна прислушиваться к ним. Родители должны быть очень внимательны к своим детям и знать, с кем они дружат, в каких группах общаются и где проводят время. Иначе наступит день, когда они принесут много горя им и другим людям». Стали известны даты резервных дней ЕГЭ в Ингушетии. Все выпускники, которые не смогли сдать ЕГЭ по русскому языку или математике базового уровня в основные дни по уважительной причине, могут ими воспользоваться. Экзамен по русскому языку состоится 4 сентября, по математике 9 сентября. Резервный день для сдачи этих экзаменов 23 сентября. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов пожелал всем выпускникам удачи. Пусть полученные знания помогут вам реализовать свой потенциал и достичь поставленных целей, отметил Калиматов. Российские школы готовы к началу нового учебного года, заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Ранее министр просвещения сообщил, что строительство 1300 новых школ будет выполнено досрочно, к 1 сентября, а в День знаний откроются 132 современные школы. Также до 1 сентября будут отремонтированы 4500 школ. Это почти каждое 9-е общеобразовательное учреждение в стране. В Ингушетии продолжаются ремонтные работы по повышению надежности электроснабжения. Специалисты Ингушэнерго занимаются ремонтом воздушной линии электропередачи Ищерская-Плиева. Линия обеспечивает электроэнергией 32 тысячи человек и 36 социально значимых объектов. Специалисты уже установили на линии электропередачи 15 птицезащитных устройств. Также будет произведена замена более 20 дефектных и ветхих изоляторов на новые. Ремонтные работы планируется завершить до конца сентября текущего года. Завершение разработки 7 инновационных медицинских изделий в области сердечно-сосудистой хирургии ожидается в 2025 году в Москве. Они не просто заместят импортные аналоги, а во многом превзойдут их по ряду параметров, заявила заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семенова. Она отметила, что в рамках нового национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» будут продолжаться работы по регенеративным клеточным технологиям. Сейчас завершающая стадия подготовки к клиническим исследованиям таких препаратов для лечения травм спинного мозга, восстановления обширных кожных дефектов, подчеркнула Семенова. Новый закон, запрещающий высаживать из транспорта инвалидов первой группы и детей-инвалидов, начинает действовать с 1 сентября. Для водителей предусмотрены штрафы 5000 рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей. Законом предусматривается установление административной ответственности в случае принудительной высадки с автобуса, трамвая или троллейбуса инвалида первой группы, следующего без сопровождающего лица, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.